Привет, друзья! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Уверен, что настроение сегодня у всех отличное, потому что осталось буквально каких-то 2 дня, и впереди большие выходные. А если вдруг и этот факт вас не радует, то вами займутся профессионалы. Я имею в виду, это я и Макс. Это точно, после времени, проведенного в нашей компании, о грусти не может быть и речи. Итак, мы начинаем. Друзья, мы уверяем вас, стать популярным видеоблогером сейчас может практически каждый. Лучший способ сделать к этому первый шаг — начать снимать свои маленькие, короткие, но очень интересные видео и показывать своим друзьям и не только. Тематика таких видео может быть совершенно любой. Вы можете снять какое-то событие, которое произошло с вами, можете снять то, что произошло с вашими друзьями, или просто повеселите своих зрителей интересной историей. А сейчас давайте посмотрим несколько коротких, но очень веселых видео для примера и вдохновения. Это кто у меня такая красивая девочка? Это Ева, у меня красивая девочка. To see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И я рад представить наших гостей. Это стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Кто работает в цирке? Морские котики. Какую книгу нужно прочесть каждому человеку? Майнкамп. Что надевают на руку? Шокеры. Руку. Что есть на Марсе? Сардельки. К чему нельзя прикасаться? К крыжу Ефросиньей Полоцкой. Сергей Горох и Андрей Шумилов принимали активное и успешное участие в юмористических телешоу за пределами нашей страны. В Беларуси ребята не просто активно выступают, но и занимаются развитием и продвижением стендапа. У любителей юмора их выступления пользуются большой популярностью. Ребят, привет. Привет, ребята. Привет, привет. Как каждый из вас пришел к такому жанру, как юмор? Вообще, это внутреннее что-то такое ощущение есть? Либо просыпаешься утром и думаешь, слушай, а я прикольный чувак. Не, я до сих пор, когда просыпаюсь, думаю, что я максимально неприкольный чувак. Почему? Не знаю, я просто неприкольный Ну чувак. ты прикольный. Спасибо. Ты выбрал Ну все. позицию пробить себя. Уходи тогда. Зритель, хочу, чтобы зритель меня сопереживал. Я в школе в 10 классе пародировал директора, и он был лысым, а я тоже не зря в кепке на самом деле. И А покажи. Так, Уважаемые телезрители. так судьба сложилась, что я тоже сейчас немножко полысел, но я очень коротко стригусь. В общем, я пародировал директора, один раз пародировал, и мне очень И понравилось. не доучился. И доучился, все хорошо. И все. И после этого пошел играть в КВН, и там КВН, и все. КВН школьный, потом университетский? Да, школьный, университетский, вообще все Пионерский. КВН. Заводской Пионер, потом. заводской, там все КВН были. Во всех университетах бегал, прыгал, танцевал, плясал, пел песни. Какой ваш любимый танец, Андрей? Контемп. Тогда он не был популярен еще. Ну да, до того, как это стало Да. мейнстримом. Когда я просто не умел танцевать, просто падал. Он говорит, падай и все. Сергей, а ты играл в КВН? Да, я играл в КВН, сколько, ну не знаю, лет 6. На самом деле Андрей вообще Да. был моим кумиром. Я когда пришел играть в КВН, тогда он был на пике крутости своей. Я думаю, я хочу быть как он. Он выиграл там лучший КВНщик сезона несколько раз подряд. У Андрея тогда была самая крутая прическа на Да, факультете. у него Лысый? такая была Ну, нет, челка Нет, у меня, была. мне были много, у меня было очень много волос. Я так сейчас уже раньше так вот рукой делал, сейчас я уже от этого избавился. Вот так Ну, вот, вот вся- это движение это у еще меня осталось. движение еще осталось, иногда вот так вот я делаю. Ну, царапает лысину. Да.
Да, Серегу... Да, и потом, когда я пришел в КВН, он уже вот на спад пошел, Андрей. Сейчас он уже Сейчас он почти на на дне. нуле, да. Сейчас я уже к тебе приближаюсь Да. немного, да? Ребят, а расскажите, как попасть в КВН, ну, скажем так, более высокий, чем университетский? Сейчас в КВН вообще, мне кажется, не нужно попадать А вообще. почему? Потому что из-за того, что есть интернет, есть различные Шоу шоу талантов. талантов, да, где можно одному выступить. Зачем тебе собирать 7 человек, репетировать, Из них, собираться? скорее всего, 5 будет ни о чем. Почему? И одного 100% будет звать. Кто-то будет ходить просто, чтобы тусоваться с девчонками, кто-то просто потому, что ему вечером дома нечего делать. Таких вот Вообще, да, я еще думаю, что творчество — это очень такой эгоистичный момент, потому что, когда, например, мы играли в КВН, все хотели каким-то образом быть на сцене, все хотели какие-то говорить шутки, но КВН предусматривает момент того, что по-любому должен быть фронтмен, должны быть первые лица, вторые лица, ну и третьи лица, которые там вообще их даже никто не должен знать. Они Ну, многие просто... команды КВН так формируются, да? Да. Есть человек, который хочет играть, энтузиаст, и он собирает одногруппников, которые не очень бы хотели, Да, заставляет их ходить. заставляет их ходить на репетиции, они такие, ладно, будем. Так, по сути дела, очень много... Команда КВН Минском море так создавалась, там тоже несколько человек собрались, поговорили, так обросли. Ну, это одна из лучших, наверное, команд. которая Нет, есть, была у в меня была Беларуси. лучшая команда в Беларуси. Да? Попыри. Ну, я выходец из БГУ, у нас там традиционность такая сохранилась, что, мол, если от команды КВН БГУ 2002 года, то есть там они нам всегда говорили, что у вас 20 человек должно быть в команде, там 5 выступают на сцене, 7 пишут, 15 готовят реквизит, если выиграет вся команда, то это выиграет вся команда. И у нас всегда команды были огромные, 15 Да, мы человек. выбрали другую Да. схему. Взяли 5 талантливых людей, и каждый из нас личность был. Ну, где они сейчас? Ну, Ребят, у вас достаточно большой опыт выступлений на различных шоу. Да? Чем шоу отличается, ну, выступление на шоу отличается от выступления на сцене в клубе, например, да, когда стендап какой-то идет? Мне очень, очень долго готовить телевизионный монолог, потому что нам нужно редактировать его с продюсерами, с креативными. То есть я, допустим, 10 минут, которые можно показать в телевизоре, можно там год, допустим, собирать. Мгм. А в клубе можно прийти и 10 минут новых рассказать вообще. Ну и плюс телевизионный материал уже предполагает постоянные репетиции какие-то, прогоны, съемка, подсъемка. Плюс ты по-другому себя ощущаешь, когда ты видишь камеру, когда Как? ты начинаешь волноваться. Например, я всегда, где выступал, я волновался. Да, уже вся спина мокрая у Да. человека. Я просто еще такой сам по себе человек, что я могу себя накрутить на телевизионной какой-то съемке. Я каждый раз где-то снимался. Я еще ничего не рассказал, не выступил, но я уже выиграл этот проект, и это меня губило сразу. Я уже, пришел на сцену, я уже видел, как мой Мартиросян такой встает и говорит: Андрей, это лучшее, что я видел, короче. Всякое такое. Я люблю тебя. Да. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Привет, привет. Ребята, как по-вашему должна выглядеть идеальная площадка для стендапера? Идеальная площадка должна быть просто максимально квадратная, прямоугольная, без колонн, без ничего, чтобы Чтобы люди... каждый человек да. мог видеть хорошо сцену. Да, Если чтобы люди- камерно должно быть. Люди должны сидеть очень близко. Вот, допустим, вы вдвоем сидите рядом, и вот возле вас должно сидеть также рядом человек 50, и людям на Они площадке... как один На единственный нас еще организм. должны Вот, сидеть, да? вот тут, вот Да, так. Спрашивают, должны откуда ты не знаешь, выстраиваться. на нас сидеть. Нет, я имею в виду, что на стендапе такое очень прикольное правило мне рассказывали, что должно быть неудобно. Чтобы людям даже, неудобно. Вот ты То сидишь есть в ты не маленький должен, как стульчик, в да. камеди, там Ты развалиться. не должен, как в кальяны там сесть, вот так вот, чтобы у тебя тут кальян, тут, Женщина. ну, допустим, да. Мгм. И в итоге должно быть удобно, чтобы ты просто не отвлекался от выступления, по сути дела. Еще мне очень нравится, когда в зале темно, а на сцене светло. Ну, то есть я не люблю смотреть в лица людям конкретно, когда выступаю. Ну, ты же Да, понимаешь, что потому они что тебя когда видят, да? Да, и я понимаю, что там какая-то темнота, там сидят люди, оттуда доносится какая-то обратная реакция, смех. слава богу, Потому что если- когда в Беларуси, даже честно скажу, начинался в каких-то городах стендап, все было наоборот. В зале было светло, а на сцене темно. Люди думали, что людей должно быть видно. То есть это касается каких-то региональных, например, Мгм, городов. Да и сейчас такое есть. Да. Да, есть Ну и такие вообще города, есть где- такая тема, что люди больше смеются в темноте. То есть это, в принципе, так работает. Ребята, с чем связана популярность стендапа, вот, ну, например, в Беларуси, в России, как вы думаете? Я могу сказать про Россию, Давай. что в русском языке так получилось сейчас. Это вообще жанр, вообще в целом литературе, наверное, это номер один, который сейчас. Вот если рэп и стендап, это вот то, на что делают ставку в ближайшие там 5-10 лет. Просто очень много людей, которые раньше занимались юмором, например, там играли в КВН, либо каким-то образом причастны к этому. Вот. И с развитием интернета пришли к тому, что можно одному выйти, что-то рассказать, и люди могут посмеяться. Ребята, вы много смотрите выступления американских классиков стендапа? Я сейчас мало, но в начале, когда я только начал заниматься, я посмотрел, наверное, всех вот
Там был какой-то у меня топ, допустим, топ-15 комиков, которые все знают, самые известные. Я каждого из... У меня была неделя, допустим, Билла Бёрра, я смотрел его все концерты. Потом неделя другого комика, и так посмотрел. Такую, я вот классику, базу посмотрел. Так и фильмы надо смотреть, мне говорили, что одного просто берешь режиссера, например, Фрэнсис Форд Коппола, и смотришь все фильмы. А не бывает так, когда вы насмотрелись стендапа, потом вы садитесь, пишете шутки и понимаете, что эта шутка, ну, очень похожа на шутку там, какого-то того стендапера. Бывает такое, я бы сказал даже больше, что иногда ты понимаешь, придумаешь, ты понимаешь, что ты где-то слышал, и, скорее всего, возможно, ты где-то это слышал. Мгм. Но я потом в какой-то момент ты такой думаешь, блин, ну так ладно. Ну, то есть, если эта шутка у кого-то была, и ты выступаешь среди людей, которые знают много шуток, они тебе об этом скажут 100%. Мгм. То есть мы как-то в этом плане такой жанр, где за честность все. Типа мы никого ничего не берем, не воруем. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Ребят, всем нашим гостям мы предлагаем поучаствовать в каких-то интерактивах, играх, забавах. Для вас у нас тоже есть игра. Готовы? Сейчас вам Так. нужно будет погрузиться в какого-то одного персонажа. Вы вдвоем — это одна личность. Мы будем с Олей задавать вопросы этой личности. Ваша задача по слову отвечать. Главное, чтобы это был законченный ответ. И, У Андрея в жизни не всегда так получается. От своего. простите, что мы У меня много нет- требуем, У меня но всегда нету концовки, я просто люблю ехать. Вот. выберите категорию. Белорусские, российские, американские. Два не За белорусское. победу Эрих Краус. Хотя смотря кто белорусское. Если белорусское что-нибудь прикольное, стилевое, я за. Я просто топлю за искусство белорусское, на самом деле. Если бакей, ладно. Макс Корж сложно. давайте. Макс Вы Корж? Макс Корж. Давайте Ну, Макс Макс Корж. Ну, в смысле, Да. ты Макс Корж, все, тебе. Да, Ты Макс всё. Корж, ты один. По Я Макс, привет. Как Привет. зовут твоего сына? Его зовут в честь моего прадеда Игната. Кирилл. Как прошло твое детство в городе Лунинец? Там Деревня. и Поле. больше Не хочу туда со своими деньгами. вкладываться. Ребят, давайте сейчас поиграем Макс и Сергей. Да. Давайте. Давайте поиграем. Давайте. Давайте. Ревнивец. Ну, подождите, Нормально. мы с Андреем Я будем посмотрю. задавать вопросы. Да, мы будем задать вам вопрос. Выбираю персонажа я. Простите. Окей. Хорошо. Естественно. Это будет Пэрис Хилтон. Пэрис, привет. Hi. Сколько ты денег тратишь на свои наряды в месяц? Я Просто хотела выглядеть более, дорого. но Пришлось посмотреть неделю белорусской моды и выбрать картофельный. жакет. Так я есть тоже тебя- так могу, подождите. Ну, давайте втроем, давай, мы втроем, Пэрис Хилтон. Ну, давайте. Давайте усложняем. Пробуем. Хорошо, пробуем. давайте Мы втроем Пэрис Хилтон. начинаем с Андрея, да? Давайте. Пэрис, какие мужчины тебе нравятся? С каким бы ты могла замутить? Я Заглядываюсь На, парней постарше. но, есть, Один юнец, который пахнет водорослями. но его Мать и сестра. против. того Что? Я люблю. Киргиза. Ну, нормально же. Да, вот Ну, так на и- тебе реально ты держал эту Ну, я цепочку держал, всё на потому себе. что я кто? Я Союзами модератор. и... Я модератор, вы понимаете? Андрей, Вы модератор Шумилов. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас в гостях стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Ребята, откуда вы берете темы для шуток? О, это очень тяжело найти. Есть у меня сундучок с приколами. Это, Нет. это как длинный тост сейчас будет. Я такой... Ну, на самом деле, вы смотрите, чтобы написать шутку, вы садитесь, да? Или как это? У всех Ждёте разная схема. вдохновения? Я часто раньше садился и А просто сейчас? сидел На и наркотики. думал. Да. Сидел и думал, о чем вы хотел написать. Сейчас что-то в жизни происходит, о чем ты просто думаешь, я в голове формулирую каким-то образом это.
Вот хотя бы мысль какую-то. И потом пытаюсь это все куда-то перевести, там, довести до каких-то формулировок слов. Ну, ты записываешь, не знаю, на диктофон, Да, все в блокнотик. заметки записываю. да? У меня в заметках там полный ад вообще творится. Там есть просто по слову. Там. У меня слово там кутикула, девушка сказала «не хочу», и что? И потом я такой сижу, что я имел в виду? Ну, то есть что-то произошло, я что-то думал, но я забыл об этом. Ну да, самая крутая схема — это когда ты по городу просто гуляешь или едешь куда-то, у тебя какое-то появилось наблюдение, ты его записал так схематично, какое-то там развитие Да. придумал, уже потом дома садишься, открываешь компьютер, механически расписываешь. Просто тут уже в этой профессии, не профессии, в этом деле просто нужно думать какие-то интересные, какие-то нетривиальные взгляды на происходящие вещи. То есть есть просто какая-то тема, темы уже у всех пересекаются, там личная жизнь, отношения девушки, там домашние животные, семья, там так далее, так далее, так далее. Ты просто уже добавляешь что-то личного своего, плюс думаешь, как бы куда это все могло уйти в глобальном смысле. Ну да, сейчас, когда пишешь шутки, все время боишься, что уже у кого-то было такое. Я, например, живу один, я начал писать про то, что я живу один, и я уверен на 500%, что у многих людей были шутки про то, что они живут. Да, есть Да, же такой вот да, комик, просто да? Просто я стараюсь это пропустить через себя, чтобы такого ни у кого не было. Вот какие-то конкретно мои прям. Ребят, что делать, если шутка не заходит? Вот выступаешь, ты думаешь, круто, я сейчас порву зал, а там типа, ну, не знаю, ок. расстраиваться. Смотря где она не заходит, мне кажется. Если она не заходит, А например, если на она не каком-то... заходит везде? Ну, все, это не смешно, это значит, наверное, Ну, шутка. нужно пару раз Да. дать ей шанс, а потом просто выбросить и забыть про нее навсегда. Либо, если тебе очень нравится сам посыл, но, может быть, просто неудачно ты это пошутил, можно оставить эту, как мы называем, предпосылкой, и переделать ее вообще по-другому, с другой стороны зайти как-то посмотреть. Вообще, типа, мы, да, даем шутки несколько, значит, раз. Ты Шанс? ее рассказываешь 3 раза. Если 3 раза она не зашла, я после того, что, скорее всего, она плохая. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Моя уже коронная. Ребят, Здрасте, всем привет. у нас есть еще один интерактив для вас. Как вы Каким-то поняли. чудесным образом мне на руке Да, оказался. вот эти вот. Мы как будто кровь Шокер. сдавали сейчас вдвоем. Да. Мы повесили вам на руки шокеры, и сейчас предложим вам, прикольное предложение, от которого вы не сможете отказаться, побыть в нашей роли. Сейчас вы будете ведущими. Сейчас выберите, кто из вас будет Оля, кто я. Ну, Сережа, Оля. Нет, ты красивый, ты Оля. Нет, ты Оля. Ты Оля. Вы похожи по цвету волос. Я лысая, на самом деле. Да? Да. Да, все, я Оля. Я Максим. так, слушайте, сейчас вы, это мы, и сейчас вы будете вести передачу «Подъем». Так. Но условие такое, если вы скажете то, чего бы мы не сказали, будете вести так, как мы бы не вели, мы будем бить вас током. Поэтому постарайтесь погрузиться в роли, и То есть мне нужно употреблять такие фразы, как чики-фяу. Да, что-то не я тут такого не говорю. Я могу сыграть. Ребят, у нас есть пульты, которыми мы будем управлять вами. Слегка побивая током, да? Да, как только мы решим, что вы ведете шоу не так, как это делали бы мы, сразу же будет небольшой импульс тока. Вот, например, вот такой. Ну что, ребят, начинаем. Давайте будете вести Андрей шоу. — это Оля. Да. Сережа — Привет, это Оля. Максим. Максим. Привет, Максим. Здорово. Я так не делаю. Как ты здороваешься? Я так не делаю. Нам нужно начать, надо. Йоу, всем привет, это передача. Я не говорю йоу. Давайте сначала. Пока мне Оля нравится. А мы продолжаем эту передачу «Подъем» на ТНТ International. Оля? Всем доброе утро. Я люблю жизнь свою. Оля не любит жизнь свою, она недовольна. И свою внешность. И внешность Нет? так, не очень. Как нет? Я об этом не говорю. Ну Давай ладно. о Давай, чём-то да, давай, умном. давай. Оля, у нас сегодня в гостях замечательные артисты Стендап-комики. белорусского цирка. Белорусского цирка? У нас не артисты цирка Почему? сегодня в гостях. Я так не делаю. В смысле? Я видел такой взгляд. Ну не такой он с усами. Давайте прервемся на небольшую рекламу и посмотрим музыкальный клип. Или как мальчики набивают мяч. Я сейчас режиссер, я даю вам задание, да? Пожалуйста, пообщайтесь про современную музыку, прям про музыкантов между собой. У нас там гость задерживается, вам надо чуть-чуть протянуть в эфире. Сергей, Да, Максим, а любишь ли ты музыку? Да, Оля, я люблю музыку. Мне очень нравится группа
фильмы, очень классно. Тебе нравится эта группа? Так я же не вот так вот говорю. А я обожаю песни Фрэнка Синатра. Ой, Оля, я слышал, что у тебя есть подруга Рита Дакота. Как сейчас у нее дела? Счастливо. Так, мне не интересно, как дела у Дакоты, если что. Это мой друг, кстати. Бывший. Бывший лучший друг, да? Настоящий. Ты Максим, бьешь человека током и говоришь, успокойся, давай мы дружить. ведем программу. Да, Оля, Ты ведешь прости. себя как басак. Максим, скажи, пожалуйста, какая у тебя любимая песня? Моя любимая песня группа Король и Шут «Лесник». Спроси меня. Оля, какая у тебя любимая песня? Моя любимая песня — это «Беловежская пуща». Не угадал. Я думал, прикинь, если бы попал. Все, давайте Ребят, закончим. да, Давайте да, закончим, давайте. ребят. Спасибо вам. Нелегкая у вас работа. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Андрей, Сергей, чем вы занимаетесь в обычной жизни? Ну, если не пишете шутки. О, я на самом деле увлекаюсь киберспортом, мне очень нравится киберспорт, но я как зритель. Я очень люблю смотреть турниры по киберспорту, я в этом году даже поеду на чемпионат мира по Dota 2. Чтобы посмотреть? Стокгольм, да. Вот это фанат. Я был когда молодой, я сам играл, вот, но потом я понял, что это очень много времени отнимает, Мгм. но вот именно любовь осталась, и я просто как зритель. То есть как футбол, допустим, я Мгм. сам не играю, но смотрю. Мгм. Только у меня с киберспортом так. Я очень фанат большой футбола. У меня семья футбольная. Ну, так получилось. Брат младший Андреев, брат. профессиональный Профессиональный, футболист. профессиональный Зинедин футболист, Зидан, да. вы, возможно, слышали. И Нет. да, у нас одна фамилия, у него не Месси фамилия, к сожалению, да. Вот, поэтому я люблю очень сильно футбол, ну и в целом просто очень много времени стараюсь писать. А умеешь играть в футбол? Да, конечно. Я занимался футболом неделю, правда. Ну, было. Сколько? Неделю. Мы часто играли даже с Андреем в футбол. У нас было такое, значит, там комики, КВНщики, некоторые стендаперы. Мы собирались, и там не профессиональные футболисты, но просто люди, которые любят футбол. Мы с Андрюхой прям играли, но я уже завязал с этим делом. Но я стараюсь каждую неделю минимум один раз бегать. Ну, как бы это, в принципе, это минимум и максимум получается. Но сейчас сложнее, но футбол one love. На какие темы и какие шутки вы никогда не будете использовать? На какие темы никогда не будете шутить? Я, наверное, точно тему мамы пока что не могу трогать 100%. Ремня получишь, да? Нет, не то, что мне просто вот это, для меня это какая-то закрытая То есть, такая да, вещь. для тебя это лично. У Да, меня, для например, это вообще лично. нет ни одной такой темы. На которые вы У меня есть пару очень жестких тем, на которые я шучу, ну, с друзьями. То есть это в телевизоре я бы, конечно, так не стал шутить, даже не потому, что я считаю, что это некрасиво, а потому что другие люди оскорбятся. Я просто не хочу их травмировать. Ребят, давайте поговорим про гастроли. Есть Хоть они у вас? поговорим, ребята. Давайте поговорим, да, помечтаем. А есть гастроли? Не, кстати, у нас нормально. Ну, более-менее, Вот да. в последние 2 месяца мы с Максимом вот путешествовали. Вот с Мы этим. побывали, да, в Германии. Максим делает вид, что они А причастны. с Андреем мы были в Латвии пару дней назад. А в нескольких отличается ли городах. белорусская публика от заграничной, скажем так? Я думаю, отличается отношение. Когда, допустим, ты куда-то приезжаешь выступать, у людей такое: о, к нам приехали выступать, значит, там что-то такое нам привезли, там в пакетах, наверное, красиво, чтобы, не знаю. Картоху. Вот, да. Вот. А когда ты просто, например, даже здесь выступаешь, просто в Минске, например, то люди такие: ну, мы знаем этих ребят, мы можем в любой момент сходить. А вот когда ты приезжаешь, допустим, даже в регион, куда там в Брест, в Гродно, например, там в Гомель, люди такие: ну, приехали, там, тем более из Минска, ну, надо вот посмотреть, сходим, Ну посмотрим. да, в Европе, например, в Риге, где я часто выступаю, там не так часто проходит стендап, как у нас. Там вот больше, если с концертом надо приезжать, люди относятся как к какому-то нереально вечернему мероприятию. Они приходят в красивые, в платьях. Там, ну, такие прям, как вот в оперу пришли на стендап. И вот там, это кстати, приятно, там да? надо выбирать шутки, потому что там вот оскорбляются люди. Вот, а у нас как-то, вот у нас, типа, это вот пиво попить в бар пришел на стендап такой. А там... Я бы не сказал, что это даже приятно, я бы сказал, что ты просто, когда ты видишь таких людей, то есть я, например, лично я по-другому себя начинаю как-то чувствовать. То есть я вижу там женщина в платье, мужчина там в костюме, в галстуке, они такие сидят вдвоем с вином, и я вот Ты выхожу там начинаешь свой в материал уже думать. в да, кофте, да. вот такой под горло в этой кепке, такой в каких-то штанах и вот так вот. Да, очень часто Ну. бывает такое, что я приезжаю выступать куда-то в Европу и выгляжу хуже всех людей, Ну да, то которые есть, пришли и на концерт. просто я к тому веду, что иногда даже на таких мероприятиях нужно понимать, даже вот к разговору про быть красивым, просто быть нормально, опрятно одетым или хотя бы, чтобы хотя бы там... То есть почему там все, многие стендап-комики там либо рубашки носят, либо какие-то такие кофты, ну, то есть сейчас мода такая пошла. Вот, чтобы просто более-менее нормально Эксперт выглядеть. юмористической моды Андрей Шумилов.
Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях стендап-комики Андрей Шумилов и Сергей Горох. Ребят, мы сегодня Я поменял. замучаем вас интерактивами. Есть еще одна забава для вас. Называется «В баре» или «Случай в баре», назовем это так. Сейчас, Андрей, мы надеваем тебе наушники, и ты приходишь к нам с Олей в бар, мы бармены, и должен заказать то, что попросит заказать Сережа. Как он это попросит, ты либо читаешь по губам, либо почувствуешь как-то душой, не знаю, И у вас телом. контакт наилучший. Мы сегодня, да, это увидели, убедились, вы друг Лучший друга дуэт. понимаете. Мы с Олей тебе что-то ответим, и ты должен это передать Сергею. Все, Попробуем. готов? Я тебе включаю музыку. Давай. Даже я слышу музыку, которая играет Вы у меня Андрея. слышите, что я говорю, да? Мы тебя Да. слышим. Да. Странно, если бы мы тебя не У тебя, слышали. кстати, Андрей. отвратительный Мы в концерт. баре, бро. Да. Оу, е. Что хочешь? Бери, что хочешь, сейчас закажу. Смотри, Чё хочешь? я бы выпил мохито, но безалкогольный, потому что я за рулем. Да-да, что? Можно Безалкогольный мохито. Да-да, мужчина, вы уже... безалкогольное что-то. Я понял, вам безалкогольное... Безалкогольное что-то. Безалкогольное что-то? Мохито. Безалкогольное что-то. Мохито. Мохито. Мохито нету, есть абштон. Абсент будешь? Что такое А. абстонц? Я сама уже Не, не немножко буду, я за прибухнул рулем. Нет, за не баром. будет да. абсент. Нет, нет. Что есть другое? Абштонц. Абсунт будешь? Заказывайте дальше. Что вы хотите еще? А может, покушаем что-нибудь еще? Покушать хотим. Что? Что? Давай шницель и штрудель. Шашлык с курицей. Шницель и штрудель. Есть шашлык с курицей? Сейчас посмотрю, подождите. Есть бишбармак. Есть бишбармак. Как он это сделал? Есть бишбармак. Биг Мак? Бишбармак. Биг Мак? Это бишбармак. Это есть Ты такое? будешь? что- Да. А, Давай тогда еще на десерт. Мороженое, один ванильный шарик, один шоколадный, один с бананом. Да-да. Давайте сделаем мороженое. Да. Да, мороженое. Ванильный, банан, Бишбармак не надо. Мороженое. Какое? Какое? ванильное, банановое и шоколадное. Банановое, шоколадное. И Ванильное не надо вам? Банановое, шоколадное. А ванильное не надо? Воды не надо. У нас повар из кондитерского цеха ушел, и мы не можем сейчас приготовить мороженое. Повар ушел и не могут приготовить поесть. Что хочешь еще? Пускай вызовут мне такси. Улица Беды, 14. Что вы нам еще, кроме кальяна, можете предложить? Может быть, официантки потанцуют? Может быть, официанта принесут? Давай суши с официанта поедим. Давай на суши гири, зака- на вы гири. Суши закажем перед этим. Вы хотите поесть суши с человека, да? Сейчас придет человек вам, да? Смотри, суши будем есть человека, но только чтобы на ноги не клали суши. Это принципиальная позиция. Мой друг говорит, что суши вот так вот положить. Как-то. Что Не, на суши? наоборот, Можно туда суши не выложить, ложить. вот на Да. тарелку. У нас слизывать нельзя. У них так нельзя. Что еще закажем? А можно песню у них заказать? Хочу маму посмотреть. Вы можете заказать песню, только если предварительно напишите на салфетке название трека. Мы можем заказать пиццу и название пиццы написать на салфетке. Давай, 8 сыров пицца нужна. Давай возьмем 8 Две котов. пиццы по 4 сыра или одну 8 сыров? А, давай, можно вместо 2 пиц одну возьмем. Вместо 2 пиц одну возьмем. Фанту будешь? В одну тарелку. Давай познакомимся. Можно ли попросить вот тому столику девчонок бутылку шампанского? Мой друг говорит, можно просить вон тому столику девчонок. Ребят, бар закрывается, передай своему другу, что сам он не подходит. Тебя мы уже вообще не понимаем, ты уже слишком пьян. Так что давайте до свидания. Мне говорят, они нас не понимают, я очень пьян. И попросили уйти в другое место. Ну пойдем, что ж поделать. Все, ребят, Давай, спасибо. за счет платить не будем. Все, Мой друг говорит, давай мы с вами не согласны. мы с вами не согласны уже часа полтора. Все, снимай наушники, спасибо. Снимай. Снимай наушники. Снимай, да? Ой, Ой, ребят, А ты спасибо. ничего не слышал, да? вообще ничего Спасибо, не ты, слышал. ты А ты тут читал был по великолепен. Ну, губам, я старался по С губам этим дочитать. бешбармаком, Очень конечно. круто. Да? Нормально получилось? Да. А ты знаешь, что такое бишбармак, да? Да.
Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях стендап-комики Сергей Горох и Андрей Шумилов. Ребят, какое главное достижение вы считаете? Вот у каждого же, наверное, есть оно, да? В юморе. Я рад тому, что я просто этим занимаюсь. У меня есть возможность этим заниматься, и никто меня не ограничивает в моих каких-то выступлениях, никто не ограничивает меня временем. Вот мне нравится то, что я этим уже могу заниматься, и мне это приносит огромное удовольствие, еще и какие-то деньги. Это супер просто. Ну, я тоже пока я Сергей? сильно ничем не горжусь. У меня сейчас такой переходный этап. Я участвовал когда-то в телепроектах. Там выиграл СМЖ комика, там Comedy Battle. Казалось бы, этим можно гордиться, но я сейчас уже этим не горжусь. Почему? Ну, мне вот сейчас уже не очень нравится соревновательное юмористическое шоу. Я бы Мгм. сейчас не хотел участвовать в таком. Сейчас вот у меня новый этап, когда я хочу понять, чем я хочу заниматься дальше. Ну, то есть я понимаю, что юмором, но вот немного в другом направлении. Вот хочу сольный концерт сделать. Вот мне очень нравится тема, и она для меня будет очень важная, поэтому это будет для меня какой-то важный Какая шаг. тема? Ну, там про свои личные, да, Секретики, да? переживания. То есть друзей хочу всех позвать, чтобы они послушали. Бенефис. Да. Вот это будет для меня какой-то новый рубеж. Так, ребят, есть еще несколько вопросов для вас, но на них нужно ответить очень быстро. Такой блиц. Ну что, поехали, ребят? Да. Андрей, Геннадий Ветров или Юрий Гальцев? Юрий Гальцев. Сергей, Елена Степаненко или Елена Воробей? Елена Воробей. Она белорусская, насколько я знаю. Да. Андрей, смотришь ты какие-то сериалы? Раньше смотрел чаще, сейчас не Какие? получается. Мне очень из последнего, что мне очень нравится этот сериал, всем советую посмотреть, «Мужчина ищет женщину». Есть такой сериал про том, как парень бросил девушку, и он ищет себе женщину. Там есть очень крутой юмористический прием гиперболизации, который там он раскрыт просто на 100%. Смешной сериал. Сергей, Да. как твое близкое окружение относится к стендапу? У меня уже очень маленькое близкое окружение. В последние несколько лет стало. Но все мной гордятся. Я очень люблю встречаться с друзьями, которые до стендапа у меня появились. Просто потому что они не связаны с юмором никак. И там не надо шутить. Я просто отдыхаю. Вот, и они со мной фотографируются. Про короткие ответы не очень, ты понял, да? Определили всё. Как относится? Вот так вот, говорят. Молодец. Вот такой ответ. Вот, говорят. смотрел, вот такой Вот сериал такой смотрел. Ребят, мы знаем, что у вас для наших телезрителей есть какие-то подарки. Расскажите, пожалуйста, о них. Да, у меня это самое дорогое, что у меня есть. Поэтому ты рассказывай, я свой на Это десерт. тоже. И фоточку В да, общем, прикрыл. у такой меня вот. есть такой вот блокнот. Мне кажется, он подойдет либо маленькому мальчику, либо очень странному мальчику, либо какой-то девочке, либо же очень старой бабушке. Поэтому, если вы подаете Универсально. В эту категорию, в эту да? категорию, если вы человек осознанный, взрослый, то вам это не надо. А Сергей, расскажи, У что... меня и получше приз, конечно. Вот. От сердца отрываю. Это коллекция «Звездная аллея». Все фильмы Джеки Чана. Это самые Какие мы милые разные подарки, люди, мне да? кажется, за все Которые время. были, да. Ну, смотри, на этих двух тоже милошей сидят. Передавайте нам, пожалуйста. Уважаемые телезрители, как стать обладателями этих потрясающих призов? Вы должны быть подписаны на инстаграмы Андрея и Сергея, подписанным на инстаграм нашего шоу и под нашей совместной фотографией оставить один комментарий. Один человек может оставить только один комментарий. И потом случайным образом мы выберем двух победителей, а возможно одного, который получит сразу же и блокнот, и диск с фильмами Джеки Чана. Это будет невероятный день в вашей жизни, и мы будем поздравлять вас всем нашим шоу. Спасибо, ребят, большое, Ай, что вы класс. пришли. Это было великолепно. Спасибо большое. Спасибо, Да. ребята. Удачи вам и классных людей, которые будут слушать ваши И стендапы. вам классных гостей. По-моему, было все очень классно. Нам очень Спасибо, понравилось. да. Друзья, эфир шоу «Подъем» подошел к концу. Время мы провели просто здорово, пообщались с интересными гостями и посмотрели много интересных видео. Я уверена, что наша завтрашняя программа будет не менее интересной. Не пропустите ее.